Мы сейчас коснемся и России немножко. А вторая часть этого вопроса – это Евросоюз. Эрдоган, с одной стороны, постоянно конфликтует с европейскими лидерами и в предвыборной программе говорит о полноправном членстве в Евросоюзе. Что из этого является правдой? Желание быть... Отношения с Евросоюзом Турции очень важны, потому что больше 50% экспорта Турции – это как бы торговые отношения с Европейским Союзом. Турция сейчас нуждается в реально в ближайшие годы нуждается в реформе таможенного союза между Европейским Союзом и визовый вопрос, либерализация визы. То есть если эти два вопроса в ближайшем будущем не будут решаться, то все-таки это негативно повлияет на любой проект, если это Эрдоган или Индия, или община, кто будет в будущем. Потому что бизнес в Турции нуждается в реформах таможенного союза с Европейским Союзом. То есть поэтому для Эрдогана тоже, Эрдоган понимает, что истанбульский бизнес, он нуждается в этом и делает в своем предвыборном речи на это акцент. Но в реальности, как бы, Эрдоган и партия, она прагматичная партия. Она нельзя уже сегодня сказать, что она пророссийская, или проевропейская, или проамериканская. Да, они прагматичны, они смотрят на интересы. Что им помогает оставаться во власти? Отношения, если Евросоюзом, то они постараются это развивать. Если Евросоюз мешает этому, то они... у них отношения будут развиваться негативно. А является ли Россия альтернативой такой и Соединенным Штатам Америки, и Евросоюзу? Например, если строительство турецкого потока или атомной электростанции в Аккую можно было бы назвать прагматикой, то есть закупка систем противоракетной обороны С-400. Недавно Эрдоган заявил, что совместно, возможно, россияне будут производить С-500, новые системы уже совместно с Россией. Это уже какие-то в плане вооружения и безопасности, это более чем прагматичные отношения. Это вопросы стратегии. Можно ли говорить, что с Россией все-таки выстраиваются стратегические отношения, о которых пока не заявляются вслух? Ну, знаете, Россия по масштабу не альтернатива ни Европейскому Союзу, ни Соединенным Штатам. Но Турция использует как бы отношения с Россией для своей пользы. Есть разные проекты. Как бы отметили турецкий поток, Аккую, соглашение С-400. Но Турция в реальном моменте, сейчас в военном статусе, с Западом есть реальные проблемы. Нет технологического трансфера в Турции, а Турция в этом нуждается. Нет противовоздушной обороны, противоракетной обороны в Турции. То есть Турция в этом нуждается. Если Турция не может найти ответы в Европе, Соединенных Штатов, она автоматически ищет альтернативные соглашения с Россией и Китаем. То есть Турция смотрит на это так. То есть по идее, по теоретически и по практически, как бы Россия не является альтернативой для Турции. Турция старается вести многовекторную политику, но это получается, не получается, это другая вещь. Но как бы концепт это многовекторная внешняя политика. Поэтому вот и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и Англия сегодня, как после Брексита, и как бы Восточная Европа, и Украина, то есть и бывшие постсоветские страны, эти направления все являются стратегическими. Но Россия сама по себе, и даже Европейский экономический союз, Евразийский экономический союз, не является альтернативой для Турции, если сравнить с Европейским Союзом.